КФМ. Всім привітання. Мы слухаем, мы сядзім на Еўрарадыё, вы слухаеце Еўрарадыё, нешта я заблытаўся, гэта незвычайны эфір, стартапніца, праграма пра дзёрзкіх беларускіх прадпрымальнікаў і інвестараў, якія не баяцца ўкладаць у іх грошы. Як заўжды, у нас у студыі рэдактарка bel.biz Юлія Нехай. Прывітанне, Юлія. Привет. Наша гостья сёння Дар'я Сісіцкая, маркетолог стартапа WannaBuy. Прывітанне, Дар'я. Привет всем. Это стартап, правильно называть ваш проект стартапом? Да, конечно, мы вполне еще стартап. Мы будем размаўляць пра маркетинг. У стартапах такога за 20 праграм стартапніцы яшчэ не было. Маркетинг у розных крыніцах давялося чытаць, што маркетинг гэта 80% поспеху стартапа, у іншых кажуць 95% поспеху стартапа. Так што тэма вельмі і вельмі важная, як на маю думку. Але давайте пачнем з таго, каб Дар'я распавяла нам, пра што гэтая прылада, чым займаецца WannaBuy. Наша компания занимается мобильными приложениями, связанными с дополненной реальностью. И за 1,5 года существования стартапа мы выпустили 2 проекта. Один — это по примерке маникюра с помощью камеры телефона. И второй — WannaKicks приложение. Позволяет примерять кроссовки, выбирать понравившиеся и сразу же делать их заказ. И вам достаточно просто взять свой телефон, навести на ногу, и вы увидите, как вообще выглядит дизайн, разные материалы, текстура кроссовка в жизни. То бок artificial reality, як у Pokemon Go, в принципе, да? Да, але... только здесь даже еще круче, вы прям видите это на себе, то есть идея примерки, она прям вот как в реальности все. Если раньше делали так, что какой-то объект можно было поставить на стол или куда-нибудь рядом с вами, то мы решили пойти дальше и примерять это на объект, на человека, на него самого. Я так разумею, што ўсё ж таки паралельная мадэль, калі рэчы прывозяць у кватэру і там людзі іх мераюць, нешта пасуе, нешта не пасуе, яна зараз нашмат больш распаўсюджаная, і гэта ваши нейкія наўпростыя канкурэнты. Не то, что конкуренты, мы скорее рассматриваем, что мы в помощь идем маркетплейсам и различным сайтам покупки вещей, потому что для людей очень сложно сделать онлайн-выбор, если они не представляют эту вещь детальней. И вот ER — это, в принципе, то направление, которое может все изменить. То бок, каб не вазіць лішняе людзям, да, ад нечага чалавек можа адмовіцца адразу, паглядзеўшы на гэтую рэч на себе праз прыладу. И да, именно так. Это еще очень здорово для бизнеса, потому что, насколько вы знаете, наверное, что возвраты — это действительно большая такая проблема большинства маркетплейсов и сайтов по продажам, и мы пробуем этот возврат сократить с помощью технологий, которые изобрели наши разработчики. Насколько вот вы планируете вообще повысить эффективность онлайн-шоппинга в процентах? Ой, очень сложно так сказать, потому что пока что мы выпустили демо-версию продукта в январе, и, конечно же, это еще не полноценная разработка. Мы скорее это сделали для того, чтобы пообщаться с бизнесом, чтобы им показать новые возможности. Никто этого раньше не делал, и насколько это будет востребовано, вот сейчас это именно тот процесс, который проходит наш стартап. Мы измеряем и хотим понять, насколько метрики и экономика сойдется. Вот. Ну, чем вот вы работаете сейчас, если взять техническую команду? Приоткройте нам завесу тайны. Мы по-прежнему дорабатываем приложение, то есть нам хочется, чтобы все ощущения от кроссовка, от того, как он выглядит в VR, выглядели более достоверно, реалистично. И здесь нет предела совершенству, но у нас много мелких задач, то есть попробовать сделать, например, Air Jordan, которые повыше, чем обычные кроссовки, тоже такими, как будто бы они хорошо сидят на вашей ноге. Вот. Пробовали, например, с туфельками женскими, с каблуками, не только с темой кросс. Вот. То есть, скорее, мы дорабатываем эту историю, плюс у нас сейчас такой момент, когда мы действительно ярко пошумели с пиаром. К нам пришло много юзеров на первом этапе запуска приложения, и мы общаемся с бизнесом, то есть хотим, чтобы этот продукт в будущем, наверное, был практически во всех маркетплейсах в мире. Ну, то есть это реалистично, не знаю насколько, но мечта такая
существенное, которое нас двигает вперед в работе. Ну, вы скажете, Вот. с кем ведете переговор? Там Farfetch, какой-нибудь Юкс? Ось я так само Нет, не хотел расскажу. запитаться. Ну ладно. Но а я скажу, что это хотя бы як практически все проходит? крупные игроки на рынке, конечно же, потому что продукт делался здесь, в Беларуси, но создавался он так, чтобы впечатлить весь мир. И то есть даже релиз приложения мы готовили в первую очередь на ресурс TechCrunch. Это топовая СМИ по технологиям. Вот, и нам было важно зайти именно туда, то есть сделать такой первый лонч именно с этим ресурсом, потому что его читают все инвесторы, все маркетологи крупных медиа, которые и СМИ, и проектов различных. Вот. Ну, як адбываюцца гэтыя перамовы? Вось як вас сустракае беларускі бізнес? Як саюзнікаў, як ворагаў, ці як Мне кажется, нешта прекрасно невядомае, што... встречают, потому что сейчас есть представление у рынка, что разработчики из Беларуси — это классные, клевые ребята. Плюс у нас был релиз проекта такой, мне кажется, искренний. Все видели, что такого нету. Многие работали в тот момент еще с масками и AR для лица, а руки и ноги никто не пробовал. У нас был ряд разных конференций, конечно же, тот же, например, Веб-саммит в Португалии, куда мы ездили представлять наш продукт, и везде это было воспринято как инновация. То есть вот даже сейчас мои коллеги, например, находятся на VivaTech конференции в Париже, тоже такой крупной в Европе, где они участвуют в питчинге среди топовых стартапов, связанных с фэшн-индустрией, вот, и насколько мне передают они в Телеграме, что восторг и интерес присутствуют. И, в общем, сейчас стадия активных переговоров, в которые мы, в принципе, рады после того, как практически год мы разрабатывали этот продукт. Хорошо, а можете вот уточнить по поводу все-таки релиза на TechCrunch? То есть очевидно, что у Wannaby, в принципе, очень хорошее реноме. Я думаю, что TechCrunch сам был рад о вас написать, но тем не менее, как вот выстраивать коммуникации с западными СМИ? Это в целом очень актуальный вопрос для белорусских стартапов, потому что рынка в Беларуси не очень много. Вот, расскажите, пожалуйста. Так, с чего вы начинали, да? И... Хорошо. А за сколько вы начали готовиться к релизу? Но здесь интересная история, что у нас есть наши инвесторы Bulba Ventures, и кроме того, что мы получаем от них деньги, мы получаем еще и возможность работать с их пиар-менеджером Аней, которая просто потрясающий человек, и именно ее навыки помогли нам выйти на TechCrunch. А все это заключается в хорошем нетворкинге. Невозможно вот подумать, что TechCrunch вас напишет, зная, что в Беларуси мы клевые, да. Нет, про нас никто не знал, и найти журналиста, которого нужно было заинтересовать, понадобилось много времени. Аня ездила в Штаты, тоже там какие-то у нее были переговоры интересные. Но в большей степени нам помог, мне кажется, Твиттер в какой-то период, потому что это место, где, не знаю, как в Беларуси, кстати, но вот в Америке все журналисты активно представлены, они постят что-то, комментируют. И где-то за полгода до релиза мы попробовали ярко заявить о себе на той площадке, не только публикуя информацию о Wannaby, а также от имени самих себя. То есть наш пиарщик Аня вела свою страницу, я тоже рассказывала о нашем проекте, наш SEO, BizDev-менеджер. То есть мы вступали в контакты с журналистами, комментируя их какие-то посты и пытаясь найти того, кто будет в теме дополненной реальности более заинтересован. Вот. Так у нас получилось выйти на Стива. Это был вот... Фамилия Стива? Джобс. Нет. Нет, не Джобс. Но мне сложно сейчас вспомнить, но здорово то, что он уже до этого писал про стартапы, связанные с дополненной реальностью. Его эта тема привлекла. И, наверное, важно, что если вы выходите на TechCrunch, эти журналисты хотят общаться не с пиарщиком, а хотят сразу же общаться с SEO, потому что все-таки ресурс значимый. Вот. Поэтому наша была первая мысль, что нужно предложить интервью. И вот после этого интервью Стив, конечно же, разместил публикацию. Плюс это была история о полностью закрытой информации, что мы ни с кем не делимся, ни с одним другим СМИ, кроме TechCrunch. Это был эксклюзив, да. И мы очень переживали, потому что у нас готовилось много других компаний, то есть, например, мы собирались запускать трафик, с блогерами некоторыми начинать общение, и очень было страшно, что кто-то, кроме TechCrunch, напишет о нас раньше, но везде мы писали, что эксклюзив, и все сработало. После новости, которая вышла действительно там в 10:00 по белорусскому времени, после нее уже начался другой шум. Вот. Понятно. Дарья, давайте до маркетинга первой идем. Да. Мне кажется, что это важно, да, на каким
якім этапе вас запросили ў праект? Вот, калі вы в чем суть маркетинговой стратегии Wannaby? Хорошо. Это два разные питания. По очереди. Мне очень нравится вообще идея того, что сейчас в стартапы стали приглашать маркетологов с самого старта практически. То есть я пришла в команду, когда вот только команда собралась. Мы только понимали, что вообще будет происходить, и еще продукт был даже не закончен совершенно, то есть нужно было готовить и экраны, приложения и различные картинки для социальных сетей, все-все-все абсолютно. И это здорово, потому что я погрузилась сразу же и могла помочь не только с маркетинговой точки зрения, но и с продуктовой, потому что один из был из плюсов, что я была первой девушкой вообще в команде, которая делает приложение про дополненную реальность, связанную с маникюром. То есть некоторые мои идеи, они поменяли представление мальчишек о том, как это должно выглядеть. Вот. И до лонча проекта нужно было примерно полгода. Ну, то есть такой работы, которая была связана, во-первых, с самим приложением, сделать его без багов, без каких-то ошибок, плюс удобным. Experience. Да, и во-вторых, подготовиться с маркетологу, то есть если это приложение, то сделать скриншоты для Apple Store, всю коммуникацию, стратегию придумать по запуску для социальных сетей и для закупки трафика того же, подключить все кабинеты. Процесс, мне кажется, полгода — это даже очень быстро. Иногда, я думаю, что намного больше времени тратится на подготовку. Но у нас по-прежнему это были демо-проекты, то есть мы запускаем приложение, всегда говорим о том, что это демонстрация технологии. Если бы это был продукт, то времени понадобилось бы больше намного бы. Вот. А вось, напрыклад, піар-менеджер не справіўся з гэтай працай? Асобна маркетолог, да? Я думаю, што стартапы, яны ўвесь час думаюць, на кім бы, на чым бы сэканоміць, асабліва на першых парах, да? І вось гэты прыём запрасіць маркетолага адразу, ён абсалютна невідавочны, да, што вот маркетолог патрэбны. На каго можна было б перакласці гэтыя функцыі? Хто б гэта рабіў, калі б не вы? Ці было бы гэта настолькі паспяхова? Но у меня есть ощущение, что вначале стоит приглашать маркетолога, а потом скорее пиарщика, потому что закупить трафик пиарщик не сможет, он, может быть, не знает всех там правильных показателей и данных, но если попробовать работать с агентством и стать человеком, который будет направлять рекламное агентство, то это вполне возможно. Ну, то есть вам может мог быть... бы робить пиар? Отчасти вы, если это стартап, или, к счастью, этот человек совмещает все эти возможные коллаборации какие-то. Вот я была тоже тем человеком, который в первое время совмещал все до того, как у нас появился, так сказать, свой пиар-менеджер от Bulba Ventures. Вот. Так, у нас есть 2 хвилины. Юля. Я считаю, у меня столько вопросов. Юля выбирає питання, якое зараз можно было бы Ну, можете уточнить все-таки, как вот вы разрабатывали стратегию пиар-маркетинговую, да, для Wannaby? То есть на каком этапе вы понимали, что сейчас вы должны выстрелить на Product Hunt, сейчас вот вы должны отправить релиз TechCrunch и прочее? Мы хотели сразу же получить максимально большой охват, поэтому мы выбрали TechCrunch как ресурс самый узнаваемый и важный в тот момент для нашего стартапа, но, заметьте, мы запустили первый проект в прошлом году, и тогда у нас не получилось выйти на TechCrunch, хотя мы очень старались. А почему не Первый получилось? проект не так заинтересовал журналистов, и, может быть, у нас еще не было столько навыков, мы не знали, как идти правильно к определенному журналисту, мы просто слали письма на классические имейлы TechCrunch, и нам не отвечали, конечно же. Уже после этого, поработав, вот вся эта идея с продвижением Твиттера, социальных сетей, посещение конференций, это нам дало возможность стать узнаваемыми, и второй релиз уже был более успешный. Вот. Ну, есть для стартапов, наверное, ключевые ресурсы, такие как тот же Product Hunt, куда хочется выйти, потому что это классный большой охват для твоего проекта, и все к нему готовятся, к релизу тоже. Зараз перапынак на навіны. Нагадваю, што гэта стартапніца. Мы размаўляем пра маркетинг стартапаў з Дар'яй Сісіцкай з Wannaby. Я думаю, за перапынак Юлія падбярэ пытанне ў правільным парадку. Мы перарываемся на 2 хвіліны на выпуск навінаў, пасля стартапніца працягнецца. Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. 18 траўня музыканты гурта «Нейрадзюбель» адзначаць вялікім канцэртам на сцэне сталічнага клуба «Рэпаблік» дзень народзінаў заснавання калектыву Александра Кулінковіча, які пайшоў жыцця летась 4 жніўня. Гэтым разам на сцэну разам з дзюбелямі выйдуць, каб выканаць песні Кулінковіча, лідар гуртоў «Крама» Ігор Варашкевіч, UNB, Дмітрый Дольнік, Гудстауэр, Лейслі Найф, Алесь Лютыч, Алесь Таболіч, Зоя Сахончык, Денис Тарасенко ды Александр Памідораў. На пытанні наконт канцэрта ў жывым эфіры Еўрарадыё адкажуць бубнач гурта «Нейрадзюбель» Андрэй Сцепанюк і лідар гурта «Гудстауэр» Лейслі Найф. Леонід Казіміраў, лідар цыганскай дыяспоры Магілёва, пракаментаваў на Шайніве сітуацыю з масавымі затрыманнямі цыганоў пасля забойства 22-гадовага міліцыянта ў Магілёве. Нагадаю, міліцыянт паспеў перадаць смс-ку, што ён едзе ў аўто з 3 цыганамі. Усяго цяпер пад вартай каля сотні чалавек, іх дапытваюць і адпускаюць. Я не бачу ў гэтым нічога страшнага, ўсё ж забойства гэта трагедыя, сказаў Казіміраў. Яго і самога запрашалі ў міліцыю пагаварыць. Пасля забойства міліцыянта ў Магілёве затрымалі дзесяткі цыганоў. Міліцыя кажа, што ў паведамленні якраз і было зазначана, што гэта зрабілі цыганы, але цяпер гэта нічым не пацвярджаецца, сказаў на Шайніве Казіміраў. Незалежнага аналітыка Сергея Чалага аштрафавалі за чарнобыльскі шлях. 17 траўня суд Савецкага раёна Менска вынес такое рашэнне: штраф 255 рублёў, 10 базавых велічыняў. Цікава, што міліцыянт сведка пераблытаў Чалага яшчэ аднаго ўдзельніка акцыі, а гэта не замінала суддзю Сергею Шацілу вынесці такое рашэнне. Ад заўтра пацяплее ў нашай краіне і спыняцца дажджы, паведамляюць сіноптыкі. Еўрарадыё.фм. Працягваем наш эфір. Гэта стартапніца, сумесны праект Еўрарадыё і Бел.біз пра дзёрзкіх беларускіх прадпрымальнікаў і інвестараў, якія не баяцца ўкладаць у іх свае грошы кроўныя. У нашай студыі, як заўжды, рэдактарка Белбіз Юлія Нехай. Прывітанне, Юлія. Привет. І наш госць Дар'я Сісіцка з стартапа Wannabuy. Яшчэ раз прывітанне. Привет. Дар'я. Мы ў перапынку спыніліся на тым, што, нягледзячы на тое, што Дар'я распавядала пра сваю працу, я ўсё ж такі не зразумеў, чым яна палягае. І папрасіў яе ўсё ж такі патлумачыць, чым у стартапе займаецца маркетолог. Да, я успела пошутить, что я именно тот человек, который тратит деньги компании. У адрозненні ад піяршчыка, які імкнецца, не ён робіць, а імкнецца, каб усе для стартапа нешта зрабілі бесплатно. Так. Именно так, потому что маркетолог покупает трафик, то есть на площадках социальных, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok сейчас очень популярен как раз-таки, Reddit, везде есть свои бизнес-кабинеты, где я могу, правильно настроив рекламной кампании, приобрести юзеров, пользователей. Тому сэнс вашай працы ці часткі працы у тым, каб праз розныя месенджеры і сацыяльныя сеткі прывесці людзей, прыцягнуць іх увагу да Wannabuy. Плюс именно тех людей, которые являются нашей целевой аудиторией. Сейчас мы пытаемся захватить рынок сникерхедов, так называемых фанатов кроссовок, и найти их правильно, понять, по каким ключевым словам они могут где искать что-то связанное с кроссовками. Не всегда бывает просто. Такая вот задача. Плюс отдельно, так как мы развиваем B2C сегмент, связанный с бизнесом в сфере шопинга, фэшена, я рекламой пытаюсь еще и найти маркетологов, которые работают в этих магазинах, чтобы рассказать им про наш стартап. Што вы таргетуеце, якія посты? То бок, вось распрацоўка гэтага прадукта, яна таксама на ваших плечах? То бок того, что вы будете рекламовать? Да, но мы здесь, в общем, работаем с моим дизайнером. У нас есть тоже штатный UX, UI дизайнер, плюс она совмещает обязанности как создание контента. Но сейчас момент, когда очень популярны видеоформаты, и мы работаем еще с видеостудией, снимая здесь в Минске весь контент, который должен быть очень похож на американский. Все должно быть в стиле таком, как будто бы это производится там, и заинтересовать должна аудиторию европейскую, американскую.
еўрапейскую аўдыторыю, вы хочаце зацікавіць тым, што ваш прадукт як бы амерыканскі. Нет, нам это не так интересно, мы не скрываем, что мы белорусский стартап, конечно же. Просто продукт должен быть на уровне, он не должен чем-то отличаться от других приложений, таких же, как и наше, то есть не хуже Nike, не хуже Adidas приложений мобильных. Так, и это такой вызов нам самим делать контент на этом уровне. Пока что получается, мне кажется. Можете вот немножко пояснить все-таки специфика именно самого контента, продакшена? То есть очевидно, что, я так понимаю, не каждая компания вот может сделать вам заказ, собственно. Что вы имеете в виду? Именно где наше приложение должно разместиться? Нет, я имею в виду, чтобы ваш продукт выглядел вот именно как будто сделанный в Америке. То есть наш контент. Мы как-то очень быстро нашли студию, с которой сошлись по стилю, наверное. Это тоже очень интересный момент. У нас есть просто здание Кирова 8, которое, мне кажется, какой-то силиконовой долиной в Минске. Все, кто там работают, связаны с приложениями, с созданием контента. И вот на 4-м этаже у нас есть ребята, которые делают нам ролики. Там, на 3-м этаже те, кто нам помогает с дизайном. И вот мы все время советуемся, делимся опытом, разные митапы проводим периодически. Хорошо, а можете еще вот немножечко углубиться вот в эту тему? Специфика маркетинга для B2B и для B2C. Для B2B сегмента это был первый момент, почему мы вообще начинали маркетинг. Нам важно было построить бренд Wanna Buy и рассказать всему миру, что это стартап про AR-коммерс. Мы вообще выдумали этот термин сами, потому что есть понятие e-commerce, а AR-коммерс никто не употреблял. И мы сделали наш сайт, социальные сети, все рассказывая о том, что формат покупки вещей будет меняться. Привыкните и согласитесь, что вот мы делаем какое-то будущее, и только с помощью камеры телефона вы теперь будете представлять, как выглядит эта вещь у вас дома до покупки ее в онлайне. Вот. Мы знали, что таким занимаются, например, IKEA, у них есть прекрасное приложение по расстановке мебели в доме, есть приложения, похожие, связанные с косметикой. Один, кстати, стартап тоже, Вуар называется, он принадлежит нашим инвесторам Хаксусу, тоже примеряешь помады, тени и так далее. А вот именно с обувью никто ничего не делал такого, и вот AR, примерка одежды, обуви, всего такого, это как будто бы наш сегмент. Про одежду не буду много говорить, потому что это такое нереальное будущее, но интересное тоже нам когда-нибудь. Я патлумачу гэтае пытанне. Відавочна, што такі праект, як Wanna Buy, можа рухацца да кампаній і можа рухацца да людзей. То бок, да, як бы сказаць, партнёраў і да, наўпрост, кліентаў гэтых партнёраў. Вось спецыфіку прасоўвання для партнеров мы, в принципе, так крыху зразумели. И она была первая, да? Мы думали, что этим все и закончится. То есть нам было интереснее скорее пойти в бизнес. Но когда мы запустили приложение, неожиданно, и, к счастью, неожиданно сникерхеды, фанаты кроссовок очень положительно на него отреагировали. И не совру, сказав, что нам каждый день приходит до сих пор уведомление, что для любителей кроссовок никто ничего такого еще не делал. И они в восторге от продукта, но мы понимаем, что это демо-продукт. И вот сейчас часть моей большой такой интересной работы, она заключается в том, что мы проводим кастдев исследования. Мы общаемся с юзерами каждый день и понимаем их боли, связанные с покупкой обуви в онлайне, чтобы приложение изменить. То есть добавить к нему какие-то еще функции, которые будут полезнее, чем просто примерка. Вот. Здесь тоже понимание, что очень много все отличается у людей в зависимости от их возраста, от страны, где они проживают. Потому что кроссовки — это тренд, но он еще не везде так востребован. Ну, в Штаты, наверное, та страна, где это больше всего почувствовалось. Там люди действительно стоят в очереди за выходом Easy Boost'ов каких-нибудь или самых топовых моделей кросс. Плюс еще вот Германия, наверное, потому что там Adidas, главная компания, находится, их штаб-квартира. И Китай, тоже рынок, который просто сейчас бомбит контентом про кроссовки. Особенно на YouTube можно посмотреть очень много роликов от местных блогеров. Вот. И с ними мы тоже как бы попробуем сейчас коммуницировать, но я не могу сказать, что мы знаем, какой получится продукт Wanna Kicks, приложение через полгода. Это все в каких-то мыслях, в обсуждениях, и мы надеемся, что мы найдем вот ту середину, тот инсайт этих юзеров, который нам поможет построить продукт новый. Так смотрите, а вот если в рамках B2C, то получается, на что вы можете зарабатывать?
Ну, в первую очередь у нас есть возможность сейчас, если вы Реклама скачивали там. наше приложение, нет, это не реклама, у нас приложение абсолютно бесплатно, просто пользователи могут покупать кроссовки через приложение, и там переходят на Amazon. У Amazon есть партнерские кабинеты, и вот мы являемся тоже как бы пользователем, который получает процент от покупки кроссовок. Но всего лишь у нас представлено там 25 моделей, и пока, конечно, у нас нет никакой монетизации, потому что это демо, презентация приложения. Но, может быть, остаться все так. Может быть, у нас будут какие-то платные подписки. Нам очень интересна тема релизов кроссовок, потому что это действительно, вот если бы вы в этом были погружены, это сейчас очень круто. Люди ждут 2 недели, когда что-то классное появится, они не знают, как эта вещь выглядит, потому что вначале выходят какие-то сливы, там только один цвет, потом добавляется еще один. И вот коллаборация какая-то, да? Да, коллаборация с брендами, с блогерами разными, с медийными личностями. Сколько у вас самых кроссовок? Что? Сколько у вас кроссовок? Дальше я У хочу меня? зауважити, що Дар'я, ви этого не бачите, шановні наші слухачі особливо не бачите, конечно, але Дар'я прийшла в кроссовках. Ты сидишь, на ефір. любуешься, да? Да, ну, Я люблю просто кроссовки, но у меня не так много моделей, и вообще, у меня их всего лишь где-то 6, но Всего у нас лишь. в офисе их очень много, то есть можно прийти и просто почувствовать, насколько мы погрузились в эту тему, и на самом деле вся команда сейчас какая-то кроссовочная стала, потому что об этом много думаем, читаем, ищем какие-то вещи, общаемся с брендами, которые нам присылают кроссовки, что Класс. тоже классно, да. Слушайте, а вот а как часто вы сами покупаете кроссовки онлайн? Вот я всегда на самом деле думала, что важнее все-таки удобство. Особенно, Да. когда ты уже так после 30, ты думаешь, чтобы там не жало, ничего и прочее. И все-таки, ну так я ж так розумію, що все ж таки підбирається після тієї пари, яка нет, конечно, не подбирается, тіснила но і так тем не далі. менее. А Но я вот не покупаю кроссовки онлайн, видите? Вот, Я вот, увогуле не вот. покупаю вопратку онлайн. От щиро. Но это Мне не здається- характеризует всю аудиторию. Безусловно. Мне Мы здається, що просто Беларусь, немножко вот иначе. я свої печорні от принципи, да, що за вопраткою треба сходити у краму, і особливо за обутком, тому що, ну як же це так? Ось, мені здається, що все ж таки шмат людей у Білорусі думає менавіта так, як я. Да, А они я на сейчас Беларуси не расскажу планируют интересный работать. момент про Америку, который вот мы выяснили. Там как раз-таки не онлайн покупают люди, которые очень обеспеченные. То есть у них есть время пойти, во-первых, не переживать, что они куда-то спешат, приобрести эту обувь, плюс они понимают, что в сторе, просто в магазине, это будет намного дороже, чем онлайн. И общаясь с аудиторией, я понимаю, что реально офлайн просто в магазине покупают Gucci, там какой-нибудь... Ну, потому что многие не продают онлайн на самом деле. Продают. Нет, люксовые бренды многие не продают. потому Ну, что они можно сделать продают целый заказ, опыт да, и прочее, какой-то да. предзаказ. А так вот аудитория чаще в поисках каких-то скидок, интересных предложений выбирает все-таки онлайн-сторы. Вот. Но у нас не так много, наверное, даже онлайн-магазинов пока что в Беларуси. Ламода. Ну, да, Ваучерс. немного. Wildberries, да. То бок ваша аудиторія гэта сярэдні клас. Самая вялікая, в прынцыпе, Мы хотим, аудиторыя, да, што позволять датычыцца там белорусам людям. рынку ЗША. Ну, я думаю, што ў нас сярэдні клас таксама падымае галаву, скажем так, потихонечку. Вось. Але я не ведаю наконт вось прынцыпаў. Да? Мне здаецца, што ёсць нейкая псіхалагічная. Вось вы адчуваеце псіхалагічны бар'ер у людзях. Да? Вось як самолет, які перавышае гукавы бар'ер, да, так вот у чалавека нешта, мне здаецца, трэба, каб шчокнула, і ён пачаў набываць абутак онлайн. Да, мне кажется, так и есть, но аудитория, которая до 20 лет, они уже, наверное, даже не могут представить, что они будут делать это иначе. Вести у краму. Да, плюс они даже, общаясь с ними, если я выбираю что-то онлайн, я делаю покупки онлайн, просто обувь не покупаю, так, я беру десктоп, компьютер, и это делаю там. А подростки, ну, не знаю, у них, может быть, даже не у всех есть компьютеры сейчас, это в основном смартфоны, поэтому наш продукт Так мяне им понравился. обозвала старичком. Ну ладно, я Нет, работаю с ну компьютером тоже. Не, я сапраўды ў пэўных пытаннях кансерватыўны. Мне здаецца, што ўвогуле у нас у Беларусі грамадства кансерватыўнае. Але на перадавыя рэчы нейкія, ну і зноў жа вось гэта ўвесь хайп вакол IT-краіны, вось мы ўсё ж такі можам пайсці. Вот так вот я думаю. Тут ёсць шанец.
Ну что, Юлия, Мне- застались пытания? Застались. Застались. Вот там они. Не, Так. не только, да. Вообще, очень такой интересный эфир у нас получается. Столько крутых инсайтов по поводу кроссовок я даже представить не Можно могла. отдельную передачу делать про кроссовки. Мне кажется, Класс. будет Хорошая интересно идея, мы можем послушать. пообщаться. Можем на эту зрабіць тему. падкаст про кроссовки. Дар'я, Клас. раз на тыдзень вось можна сядаць у студыі і размаўляць про кроссовки. А в Подготовишься Минске, к кстати, разговору. есть очень много сникерхедов. Мы уже это выяснили. Можем Так запрашаць что ваших кліентаў самых крутых ізноў жа ў студыю і разам з імі размаўляць про кроссовки. Да. Ладно, Но але вопрос гэта у не меня, мае да, вопрос у меня такой. Вот можете еще какие-то интересные такие кейсы либо инсайты сказать вот по специфике маркетинга для разных рынков ЕС, США, Китай? Мгм. А, Вы ходите на Китай? Ну, у нас был интересный момент, что буквально в этом месяце резко взлетел трафик из Китая. Мы вначале не могли понять, в чем дело, потому что в один день мы увидели большой приток пользователей. Потом, конечно же, мы нашли информацию, что это были от блогеров посты на YouTube, где-то на ресурсах именно китайских. И мы понимаем, что интерес там есть. Вот даже на следующей неделе у нас ребята поедут туда на конференцию, связанную с e-commerce. Но рынок это действительно совсем другой. То есть как в него правильно зайти, мы сейчас только обсуждаем, думаем, потому что если с Америкой, Европой, кажется, все разобрались, все очень схоже достаточно, и подготовить выпуск там приложения не так, ну как сложно, но понятно как, это уже проверенная история. А с Китаем все иначе будет, наверное. Все говорят, что надо интерфейс менять полностью приложение. У нас прочее, там адаптировано много. приложение под различные языки, то есть мы сделали сразу локализацию, видим в этом пользу значительную, и в принципе мы видим, что трафик, если у тебя переведены скриншоты, названия, тексты все на различные языки, он больше, он увеличивается. То есть Китай не такі страшны, як падаецца вот звонку. перевести можно на их язык все, а вот понять их культуру, это, наверное, отдельная задача такая, чтобы прочувствовать, какие бренды им интересны. Те же кроссовки, у них совсем другие, ну, то есть... Китайские. Да, у них есть свои бренды, не то, что китайские, у них есть свои бренды, то есть они, конечно, любят и Nike, Adidas, и New Balance, но много всего другого по стилю, по дизайну, и вот как-то поменять, изменить приложение нам, наверное, тоже в свое время, если мы выберем это направление как ключевое, придется придумать под них стратегию свою. Але зараз пакуль што перад вами такая задача не стаіць. Пока нет, пока мы осваиваем историю, мы вот поедем на конференцию на следующей неделе и прочувствуем вообще, что им нравится, как они хотят взаимодействовать с AR. Но мне кажется, что это то место, откуда могут тоже идти какие-то технологические идеи, и вот дополненная реальность сейчас большой тренд, и там это тоже чувствуют и видят все. Вот. Я еще могу спросить. Вопрос такой, вот вы очень много работаете с корпорациями. Расскажите, какой вообще от них вот запрос, какие технологии, вот подходы и прочее. Что сейчас хорошо предлагать корпорациям? Ну, я не могу сказать, что мы сейчас скорее на стадии обсуждения разных идей. Но тем не менее, вы сказали, что вам какие-то новые вот модели присылают и прочее. Да, но мы увидели, что дополненная реальность как раз-таки момент интересный им, в первую очередь, потому что это возможность чем-то новым привлечь своих пользователей, удивить их. И технологии сейчас делают, пробуют делать, покупают стартапы какие-то, которые их делают практически все. То есть Nike недавно купил стартап, который помогает с помощью дополненной реальности определять размер ноги. Самозавязывающиеся кроссовки тоже недавно вышли, которые вместе с вашим приложением там как-то взаимосвязаны. И недавно вот была конференция, например, в Барселоне по дизайну, и туда ездила тоже девушка с нашего стартапа, дизайнер, и она рассказывала, что AR и VR вот просто номер один тема. И я думаю, что мы успели ворваться в этот круг интереса. Главное успеть еще и Замацавацца. да, как-то зафиксировать себя там. Сябры, на гэтым мы сённяшні выпуск стартапніцы скончым. Пытанні, Дар'і, калі яны ў вас засталіся, можна
задаць, я думаю, па-першае, пад гэтымі эфірамі ў сацыяльных сетках эфіры будуць дасяжныя, іх можна будзе яшчэ паглядзець. Ну, па-другое, Дар'я, вас можна знайсці ў Facebook, гэта будзе зручна. Да, спасибо. Можна знайсці ў Фейсбуку, дарэчы, мы там вас тэгнулі, так што ўсё будзе лёгка. Дар'я Сісіцкая з Wannaby распавядала нам пра маркетынг стартапаў, Юлія няхай дапамагала, рэдактарка bel.biz. Да пабачэння, дзяўчыны. Спасибо. Да пабачэння, слухачы Еўрарадыё. Пры мікрафоне працаваў Павел Свярдлоў.